Сотрудники налоговой службы совместно с судебными приставами в рамках акции «Отпуск без долгов» проверили 200 граждан на задолженность в аэропорту Якутска. Выяснилось, что больше 20 из них оказались должниками. Удалось ли им покинуть республику, узнала Елизавета Васильева. Сразу скажем, удалось, но только после оплаты долга там же на месте. Не, я все оплатил. Я могу госуслуги показать. Вот. Когда оплачивали? Я этим летом все закрыл. В июне месяце еще. В июне месяце? Да, я все позакрывал. Долг можно погасить прямо в аэропорту, в специальном терминале. Или же произвести онлайн-платеж на сайте налоговой службы, портале госуслуг в отделениях Банка и Почты России. А лучше заранее до вылета убедиться в отсутствии долгов, чтобы не возникли неприятные сюрпризы, ограничение выезда и испорченное настроение. С текущего года в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» появилась новая функция – пополнить авансовый кошелек. Теперь налогоплательщики, физические лица могут оплачивать налог на имущество, земельные и транспортные налоги одним платежом. Таким образом, граждане заранее могут откладывать деньги на последующую уплату имущественных налогов, не дожидаясь платежных документов из налоговых органов или при их утрате. А когда придет время уплаты налогов, инспекция самостоятельно проведет зачет платежа из авансового кошелька. В случае задолженности они будут автоматически погашены за счет средств того же кошелька. Об этом гражданина проинформируют дополнительно. Напомним, акция «Отпуск без долгов» продлится до осени. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Якутск.